Самый острый на сегодняшний день в регионе вопрос водоснабжения обсудили также на совещании с главой республики. Махмуд Али Калиматов отметил работу единого оператора в этом направлении. С установившейся аномальной жарой и износом сетей появляются перебои водоснабжения. К локальным сбоям приводит и нерациональное потребление воды. Глава региона обратился к жителям с просьбой подтянуть платежную дисциплину. В каждом муниципалитете созданы штабы. На местах организован подвоз воды. У нас сегодня возникают вопросы по обеспечению водой. В целом мы улучшили водоснабжение достаточно при тех условиях и при тех водоводах, которые в аварийном состоянии, мы стараемся их обеспечить. Кроме того, подвоз воды осуществляется. Просил бы жителей учесть, что температура сегодня, вот она стоит уже более 40 градусов, и при таких обстоятельствах, конечно, есть срывы. Но вот когда говорят, там, населенный пункт любой, там, Кажево или Приво или другой, и когда говорят, вот нет там в этих населенных пунктах воды, я хотел бы, чтобы там конкретно была. И это все должны делать главы. Вот обратите внимание, вот лично Мархиев, главы должны сказать, там вот 250 улиц или 500, на одной-двух улицах нет воды, значит, говорят, населенный пункт без воды. Слушайте, пусть они поднимаются и ходят. Поэтому мною принято решение не от случая в случай проверять эти вещи, а создать оперативные группы, постоянно действующие части, анализа реального состояния обеспечения водой жителей республики. И они должны в неделю раз отчитываться главы районов и Министерства ЖКХ Мархиеву, да, а в месяц раз выносить этот вопрос на заседание правительства. Особенно вот эти жаркие и летние дни, где у нас температура повысилась. Значит, конкретно должны работать и с главным оператором водоканалом Курсаевым, значит, ему тоже ту работу, которую он проводит. Второе, в то же время, создать в каждом районе, при каждом главе сельского поселения, подконтрольно главе района или мэру, муниципальные штабы, вот, постоянно действующие, по постановке на учет земельных участков, домовладений и других торговых или других объектов. Следующий вопрос. Постоянно действующие, значит, мобильные пункты надо совместно с абонентскими отделами поставщиков энергии, газа, воды. Без оплаты мы никогда не сможем наладить надлежащее поступление для жителей. Должна быть дорога двух движений. Жители тоже должны понимать. Без оплаты мы не можем не улучшить настолько, сколько хотим. И у них, если не будет у энергетиков, у водоканала платы за поставляемые воды, там, энергетики и газа, то у нас не будет и улучшения в части технического состояния труб и других оборудований.